Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаламу аля расулилля, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валя, ва ба'д. Альхамдулилля, по милости Аллаха субханаху ва та'аля, мы вновь с вами здесь собрались для изучения его религии, в особенности, в частности, изучения имен, качеств, атрибутов Аллаха субханаху ва та'аля. Уроки у нас ведутся на русском языке и проходят раз в неделю. Так договорились мы сначала на среду, но оказалось, что в этот день в других мечетях там хазраты тоже уроки ведут. В частности, Абу Бакр хазрат приезжает у нас из Челнов. Поэтому урок мы перенесем на четверг, со следующей недели, иншаллах. В это же время, в четверг, иншаллах, попробуем. Ярым, иншаллах? Хорошо, иншаллах. Кто на вечерних уроках учится, он на вечерних уроках будет продолжать учиться. А параллельно здесь мы после ясты намаза будем вести уроки, иншаллах. На прошлом уроке мы с вами начали вступительное слово и сказали о достоинстве изучения имен и атрибутов Аллаха субханаху ва тааля. В первую очередь мы упомянули аят, в котором Аллах субханаху ва тааля повелел нам изучать его качества. И мы сказали, что в Коране около 30 аятов, где Аллах Тааля нам повелевает, то есть говорит «фа'лям» или «фа'ляму», «знай» или же «знайте», «анна Аллаха аля кулли шайин кадир», что Аллах на всякую вещь мощен, или же «знайте», что Аллах Тааля «ас-сами' аль-басир», слышащий и видящий, или же «знайте», что Аллах Субхану ва Тааля знающий, видящий. Такие аяты около 30 приходят в Коране, где Аллах Тааля нам повелевает изучать, знать Его имена и атрибуты. И как мы на прошлом уроке сказали, что знание Аллаха бывает двух видов. Первый вид — это когда человек просто признает: да, я верю, что Аллах Тааля видящий, слышащий, я это признаю. И в этом мы сказали равны все, как грешник, так и праведник. А второй же вид знания, который от нас требуется, к которому Аллах Тааля нас призвал, это то знание, которое порождает в наших сердцах любовь к Аллаху субхану ва тааля, страх перед Ним, надежду на Аллаха субхану ва тааля посредством изучения Его имен. То есть, когда мы слышим, что Аллах Тааля всеслышащий, это зарождает в нашем сердце страх и побуждает нас к действию. К какому действию? Хранить наш язык. Или мы знаем, что Аллах Тааля видящий, мы не просто признаем: да, я знаю, что Аллах Тааля видящий. Нет, это знание Его имени зарождает в нашем сердце также страх, что Аллах Тааля нас видит, и мы начинаем следить за своими действиями. И мы, перед тем, как приступить к изучению имен Аллаха субхану ва тааля, сказали, что есть пару правил, которые обязательно надо изучить. И остановились на таком правиле, что имена Аллаха субхану ва тааля, они все прекрасные. Аллах субхану ва тааля в 4 аятах в Коране сообщает нам о том, что Его имена прекрасны. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. У Аллаха наипрекраснейшие имена. Как мы сказали, в арабском языке приходит слово «аль-хусна». «Аль-хусна» это переводится как «наипрекраснейшие». То есть нет прекраснее этих имен никаких. У Аллаха прекраснейшие имена, так взывайте же к Нему посредством этих имен. И оставьте тех, которые уклонились от этих имен. Что значит уклонились от имен Аллаха? То есть они или отрицают эти имена, или же они признают лишь их, имя это признают имя, но не признают то качество, на которое они указывают. Как сказали некоторые течения фирки, которые были Му'тазиля и Джахмия, они говорили: Аллах Тааля слышащий, но без слуха, Аллах Тааля видящий, но без зрения, Аллах Тааля знающий, но без знания. То есть такие они слова говорили. Аллах Тааля говорит: оставьте этих людей. «Сайюджзауна ма кану я'малун», они непременно получат наказание за то, что они делают, за то, что они знают. «Ма кану я'малун». В другом аяте Аллах Тааля говорит: «Куль ид'у Аллаха ва ид'у ар-Рахман». Взывайте к Аллаху или же взывайте к милостивому. То есть, какое бы вы имя ни использовали, «Айяма тад'у фаляху аль-асма'у аль-хусна». Кому бы вы ни взывали, какое бы вы имя Аллаха Тааля не использовали, Аллах или Ар-Рахман или любое другое имя, он говорит:
у него прекрасные имена. В другом аяте Аллаху ля иляха илляху ляхул асмауль хусна. Аллах, нет божества кроме него, у него наипрекраснейшие имена. И последний аят. Аллахуль халикуль бариуль мусаввир. Он Аллах, Творец, Создатель, придающий облик. Ляхуль асмауль хусна. У него наипрекраснейшие имена. И эти имена называются наипрекраснейшими не просто из-за звучания своего, что они красиво звучат, что они приятные на слух. Нет. Они также называются прекрасными из-за того, что они указывают на совершенные атрибуты Аллаха Субханаху ва Тааля. Если бы это имя было без смысла, то оно не могло бы быть прекрасным. Если бы было просто имя, набор слов, набор букв, то мы бы не назвали это имя прекрасным. Как мы сказали, когда мы ищем имена своим детям, мы ищем имя не просто, чтобы оно красиво звучало, а мы ищем имя, которое смысл хороший. Имя может красиво звучать, а смысл быть плохим. Вот, или бессмысленное имя может быть. И только когда оно указывает на прекрасный смысл, оно становится прекрасным само. И тут этими словами мы также отвергаем слова тех, которые сказали, что имена Аллаха без смысла, что имена Аллаха не имеют никакого смысла. И поэтому, указывая на то, что имена Аллаха имеют смысл, однажды, когда арабы услышали одного чтеца Корана, который читал следующий аят: «Вассарику вассарикату факатау айдияхума джазаан бима касаба накалам мин Аллах». Вору и воровке отрезайте руки в наказание за то, что они совершили, наказанием от Аллаха. И этот чтец прочитал «Валлаху гафурур рахим», и Аллах прощающий и милостивый. И арабы услышали: ты, говорит, не то, что ты читаешь. Аллах Та'аля говорит: наказывайте, отрезайте руки, и ты, говорит, заканчиваешь аят «Валлаху гафурур рахим», Аллах прощающий и милостивый. Он говорит: вы что, сомневаетесь в словах Аллаха, что ли? Нет, говорит, мы не сомневаемся, но мы сомневаемся в твоем чтении. Ты мог ошибиться. Тогда, когда же он проверил, вернулся к этому аяту, вспомнил, что он ошибся, и прочитал «Валлаху азизун хаким». Аллах, он могущественный, мудрый. То есть, если бы у Аллаха имена не имели никакого смысла, то в таких аятах мы могли бы любое другое имя привести. Вот. Но нет, в Коране Аллах Субхану ва Тааля приводит именно эти имена. Аллах могущественный, мудрый. А не привел имена Аллах прощающий и милостивый. И также у нас потерял бы смысл использования имен в дуа. Если бы у имен не было никакого смысла, просто набор букв, то потерял бы смысл использования этих имен в дуа. То есть что значит? Когда мы просили бы у Аллаха Субхану ва Тааля прощения: «О Аллах, прости меня, ведь ты прощающий». «Анталь гафур», «Аллахумма гфирли», «Анталь гафур», прости меня, ты прощающий. Но если бы имена не имели смысла, то человек мог бы сказать: «Анталь азиз», ты могущественный. То есть ты, или «Анта шадидуль айкаб», ты суров в наказании. То есть такое бы противоречие бы получалось, если бы имена не имели никакого смысла. И у нас есть множество доказательств, которые ученые привели в доказательство того, что имена Аллаха — это не просто набор букв, а они имеют определенный смысл. Мы же на них, иншаллах, не будем долго останавливаться. Не будем? То есть мы признаем, что имена Аллаха Субхану ва Тааля — это не просто набор букв. Вот. То есть много аятов, много хадисов. Даже пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянем только один далиль. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, давал объяснение именам Аллаха, как, например, аят в суре Аль-Хадид: «Анталь ауваль валь ахир валь захир валь батин». Есть аят, в котором Аллах Та'аля говорит: «Аль-ауваль валь ахир валь захир валь батин». Он первый, последний, величественный, валь-баатин, близкий. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своем хадисе объясняет эти слова. Он объясняет:
Аллахумма, о Аллах, анталь ауаль, ты первый и нет никого до тебя. То есть он говорит, что имя первый, аль-ауаль, означает, что нет никого до тебя. Валь-ахир, и ты последний, и нет никого после тебя. Валь-захир, и ты самый наивысший, и нет никого выше тебя. Валь-батин, и самый близкий, и нет никого ближе тебя. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил эти имена. Если бы у имен не было смысла, то они бы не нуждались в объяснении. Если бы это был просто набор букв. Следующее у нас интересное правило, закономерность, которая наблюдается в Коране, в словах Аллаха субханаху ва тааля. Как мы заметили, когда читаем Коран, часто в конце аята приходят имена Аллаха парно. Приходят имена Аллаха парно. То есть не просто одно имя, а два имени вместе приходят. Например, Аль-Азизу Аль-Хаким. Или в суре Фатиха Ар-Рахману Ар-Рахим. То есть два имени приходят парно. Или же Аль-Гафуру Ар-Рахим. Два имени парно приходят. Так вот, оказывается, эти два имени, они не просто так приходят парно. Есть такая закономерность, и ученые вывели правило, когда имя Аллаха приходит парно, два имени, они помимо своих значений вместе образуют еще одно дополнительное значение. Как приведем пример. Аллах субхану ва тааля говорит, что Он Аль-Азиз Аль-Хаким. Аллах, Он Аль-Азиз, это Его имя, Он могущественный, значит. Аль-Хаким значит мудрый. Аллах в Коране говорит, Он что, могущественный, мудрый. Эти два имени вместе пришли. Каждый из них означает свой смысл. Мы читаем и понимаем, Аллах Тааля могущественный. У Него есть могущество. Он на всякую вещь мощен. Читаем следующими. Аль-Хаким, мудрый. Так вот, когда они не просто так вместе пришли, вместе они образуют еще дополнительное значение. Как думаете, какое? Аллах мудрый и могущественный. Аллах могущественный и мудрый. То есть Аллах могущественный, и это могущество Аллах использует только по своей мудрости. То есть вот эти два имени вместе пришли, и они образуют дополнительный смысл. Аллах Тааля не просто могущественный, но Он еще мудрый. То есть Он использует могущество по мудрости. То есть Аллах Тааля никому не причиняет несправедливость. Зулем не делает никому. Как бы человек ни жаловался, но Аллах Субхану ва Тааля все эти трудности, испытания, Он на человека насылает по своей мудрости. И также еще другой смысл образует, если с другой стороны подойти. Аллах Тааля мудрый, и Он могущественный. То есть у Него есть могущество, чтобы донести свою мудрость. То есть если в нашем мире посмотреть, человек может быть мудрым, да, но у него нет могущества. У него есть знания какие-то, но этот человек может сидеть в тюрьме где-то. Вот. Он не может использовать свою мудрость. Донести не может эту мудрость до людей. Использовать не может. Но Аллах, субхану ва тааля, Он мудрый, и Он может эту свою мудрость свою использовать. Потому что Он могущественный. Следующий пример. Аллах, субхану ва тааля, в суре Лукман говорит: «Лилляхи ма фис самавати валь ард, инна Аллаха хуаль ганийюль хамид». Аллаху принадлежит все, что на небесах и на земле. Аллах, Он богатый и достохвальный. Два имени вместе приходят. Аль-Гани, богатый, и достохвальный. Что значит достохвальный? То есть, который заслуживает хвалы. Вся хвала принадлежит Аллаху. Мы говорим «Альхамдулиллях», восхваляем Аллаха, потому что Он Аль-Хамид, достохвальный перевод на русский язык. Так вот, пришло два имени. Аллах богатый и Аллах достохвальный. Богатый, значит, это тот, кто ни в чем не нуждается. То есть богатый, если бедный, это тот, у которого нужда есть в чем-то. Кого мы называем богатым? Тот, кто не нуждается. Если бедный, он нуждается в чем-то, мы называем бедным. А по отношению к Аллаху богатый – это что он вообще ни в чем не нуждается, ни в ком не нуждается. И в то же время Аллах хвалимый, достохвальный.
заслуживает похвалы. Его хвалят его рабы, его поминают, читают намаз, читают дуа, делают зикры, поминают Аллаха Тааля. Так вот, эти два имени, когда вместе приходят, образуют еще один смысл. Что Аллах Тааля достохвальный, Он хвалимый, но Он в то же время богатый. Он не нуждается в этой похвале. Он заслуживает эту похвалу, но Он в ней не нуждается, потому что Он богатый. То есть вместе эти два имени пришли и указывают нам на то, что все наши деяния, которые мы совершаем, читаем намаз, держим уразу, делаем зикры, даем садака, любое благодеяние, что мы делаем ради Аллаха Субхану ва Тааля, Он в нем не нуждается. Он в нем не нуждается, это мы в нем нуждаемся. Как в другом аяте Аллах Тааля говорит: وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Кто будет благодарен, тот будет благодарен для самого себя. Кто благодарит Аллаха за те блага, которые Он ему дал, посредством поклонения, то он благодарен для себя. Аллах в этом не нуждается. А кто же, говорит, не уверует, проявит высокомерие, не будет благодарить Аллаха, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Поистине Аллах богатый и достохвальный. Из этого это также следует, что все наши деяния, они не нужны Аллаху Тааля. И все, что мы совершаем для себя. Ради Аллаха, для себя. И поэтому, когда мы совершаем поклонение, мы должны его совершать подобающим образом, так как мы это делаем для себя. Если в мирских делах, когда мы что-то для себя делаем, как мы это делаем? Наилучшим образом. Мы все наилучшее для себя хотим. А если же это что-то не для нас, то мы можем это для галочки только выполнить. Для галочки только сделать. Сделал все. Как хорошо, нехорошо, неважно, я это сделал. Потому что не для себя. А когда для себя делаешь, хорошо делаешь. И также поклонение нужно делать так, не просто для галочки. Время зашло, быстренько намаз почитал, все. Нет, эта галочка, она Аллаху Субхану ва Тааля не нужна. Это для себя. Если в намазе упущение делаешь, то ты делаешь упущение для себя. Сам в минус уходишь. Аллах Тааля от этого ничего не теряет. Он гани и хамид. Он богатый и достохвальный. Как он сказал в этом аяте. И также в суре Касас, в суре Шуара, по этой, Аллах Субхану ва Тааля приводит рассказы о пророках, истории о пророках. И в конце истории Аллах Субхану ва Тааля упоминает такие слова: «Ва инна раббака лахуаль азизур рахим». То есть после истории какого-то определенного пророка, пусть будет Муса или Айса или другие пророки, которые приходят в суре Шуара, Аллах Тааля приводит такие слова: «Поистине твой Господь, Он могущественный и милостивый». Могущественный и милостивый. То есть, если с первого взгляда посмотреть, эти два имени, они как бы две противоположности. Одна затрагивает могущество Аллаха Субхану ва Тааля, посредством которого Он наказывает своих рабов, а другая затрагивает милость Аллаха Тааля, которым Он прощает своих рабов. И это редко приходит в Коране. В Коране, когда приходят имена, они близки по смыслу. Но в этом аяте две крайности. Аллах Тааля говорит: Он могущественный, то есть бойтесь Его могущества. Он говорит: прощающий. Так вот, мудрость же этого в том, что эти два имени пришли после истории о пророках, где Аллах Субхану ва Тааля своим пророкам и тем, кто последовал за ними, Он по своей милости оказывал свою помощь. А их же врагам, неверующим, Аллах Тааля по своему могуществу насылал свое наказание, показывал свое могущество. И также в Коране, во многих аятах, где Аллах Тааля указывает нам на сотворение небес и земли, на порядок, который есть в этом мире, на этот прекрасный порядок, смену дня и ночи, движение Солнца и Луны по своей орбите, Аллах Тааля приводит имена Аль-Азиз, Аль-Алим, могущественный и знающий.
То есть, например, в аяте «Вашшамсу таджри мустақарри лаха, залика тақдиру аль-азиз аль-алим». И солнце идет по пути, по своей орбите. Это предопределение, это расчет могущественного знающего. То есть Аллах Тааля призывает нас задуматься. Каждый раз, когда мы смотрим на это величие, на солнце, на луну, на звезды, на галактику, на Вселенную, на все это величие этих творений, Аллах Тааля приводит имена. Это творение могущественного мудрого. То есть, смотря на это, знайте, что Аллах Тааля, Он знает, знающий, и Он могущественный. То есть для сотворения этого всего нужно и могущество, и мудрость. Недостаточно, и знание. Недостаточно одного лишь знания. Если у тебя нет мудрости, могущества, ты не сможешь это сотворить. Если у тебя есть могущество, но нет знания, ты не сможешь сотворить такое прекрасное. Нет, Аллах Тааля говорит, только два вместе вот эти качества. Посредством двух этих качеств можно сотворить такие великие вещи. И таких примеров в Коране приходит много. Это не эхо не сильное от микрофона? Юкма? Или якадираграгу тарамикан? Как там, слышно нормально? Ау? Yok, ол эхо болғанда наоборот жықлата башлай олар. Следующее, на что стоит обратить внимание, следующее правило, это что имена Аллаха, которые приходят в Коране или в Сунне, они достойны, свойственны одному лишь Аллаху. Достойны и свойственны лишь одному лишь Аллаху Субхану ва Тааля. А когда же эти имена приходят, и этими именами Аллах Тааля называет свои творения, то эти имена указывают на смысл, свойственный этим творениям. То есть, на примере будет ясно. Аллах Субхану ва Тааля в Коране в одном аяте определенное имя использует для себя. В другом аяте это же имя использует для своих творений. Называет себя этим именем и называет этим же именем свое творение. Так вот, это ни в коем случае не означает схожесть. Схожесть Аллаха со своими творениями. Нет. В первом случае, когда Аллах Тааля называет себя этим именем, это имя указывает на то качество, которое свойственно Аллаху. Во втором же, это имя указывает на качество, свойственное творениям Аллаха. Как, например, в аяте Курси Аллах Тааля говорит: «Аллаху ла иляха илля хуа аль-хайю аль-кайюм». Аллах, нет божества, кроме Него, Он аль-хай. Аль-хай, что значит? Живой. Аль-хай. В другом аяте Аллах Тааля говорит: «Юхриджуль хайя миналь маййити ва юхриджуль маййита миналь хай». Аллах выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого. В обоих аятах пришло имя Аль-Хай. Аллах Тааля про себя сказал Аль-Хай и про свои творения. То есть человек был мертв, он вывел его живым, сделал его Аль-Хай. Так вот, это не значит, что Аллах Тааля подобен своим творениям. Нет. Это значит, по отношению к Аллаху Аль-Хай, живой, это означает ту степень, то качество, которое свойственно Аллаху. Аллаху свойственно наивеличайшее качество. Совершенная. Жизнь Аллаха совершенная, то есть жизнь, у которой нет начала, нет конца. Жизнь, где Аллах Субхану ва Тааля не устает, Он не засыпает. А когда возвращается к творениям, живой, это значит та жизнь, которая свойственна творениям, свойственна людям. Люди у них есть начало, у них есть конец. Люди устают, люди заболевают, люди спят. Вот это несовершенная жизнь подразумевается под словом Аль-Хай. То есть первая жизнь Аллаха, она не подобна жизни Его творений. Или же другой пример, в суре Аль-Анфаль Аллах Та'аля говорит про себя: «Иннаху хуа ас-сами'у аль-алим». Аллах,
Он слышащий, знающий. Аль-Алим. В суре же Ад-Дарият, приводя историю о ангелах, которые пришли к Ибрагиму, мы знаем, 2 ангела пришли к Ибрагиму в обличии людей, и они обрадовали Ибрагима тем, что у него родится сын. Когда Ибрагим уже был старый, его жена тоже была уже при возрасте, 2 ангела пришли и обрадовали его, что Аллах Тааля подарит тебе сына. И сказали: «Вабашаруху бигулямин алим». И они обрадовали его знающим мальчиком. В первом аяте Аллах Тааля говорит: Аллах знающий, видящий, слышащий. И в этом говорит мальчик знающий. Так вот, естественно, это не значит, что знание этого мальчика, оно подобно знанию Аллаха. Нет. И в этом нет никакого ахшату. Сравнения нету, да. Знание Аллаха, оно совершенно. Аллах Тааля все знает, нет ничего, чего бы он не знал. А этот же мальчик, он знает на том уровне, то есть он будет знать на том уровне, на котором знают люди, знали пророки. То есть Исхак, он будет знающим на уровне людей. То есть и эти аяты, вот эти, которые вместе, в которых имена приходят, в одном месте Аллах называет себя, в другом аяте называет людей, это также является доказательством против тех людей, которые отрицают значение, смысл имен Аллаха Субхану ва Тааля. Вот. Они почему отрицают смысл имен? Почему они признают только имена? Почему говорят Аллах Тааля слышащий, но без слуха, видящий, но без зрения? Почему? Потому что они боятся уподобления. Они говорят, если мы скажем Аллах слышащий, то признаем атрибут слуха, то мы его сравним, получается, сравнили с творениями. Человек тоже слышит. Так ведь? Животное тоже слышит. Значит, Аллах Тааля подобен, получается, этим творениям. Нет, но это, как мы сказали, это является заблуждением и большой ошибкой. И эти аяты тоже являются также доказательством. Аллах Тааля называет себя слышащим, а знающим называет человека знающим. И это не значит, что Аллах Тааля уподобил себя творению. Нет, Аллах Тааля знает так, как подобает его величию, а человек знает так, как подобает его уровню. Понятно это? Следующее правило – это то, что имена Аллаха не ограничены. Имена Аллаха не имеют ограничения каким-то числом, какой-то цифрой. А что же спросите вы про 99 имен, да? Бүтін жерде айтты, Аллахның 99 есімі бар. Везде приходит в книгах 99 имен Аллаха. Даже бывают некоторые, например, на телефоне есть программа такая, «Миллионер» называется. Там вопросы по сире пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по акиде. И там вопрос, сколько имен у Аллаха. Этот вопрос, он некорректный, неправильный. И ответ правильный 99 ставит. И ответ неправильный. Почему? Сейчас мы узнаем. Мы сказали, имена Аллаха не ограничены каким-либо числом. Не ограничены каким-либо числом. На это указывает множество хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Один из самых явных доказательств – это хадис дуа. Дуа, который делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и говорил: «Аллахумма инни ас'алука бикулли исмин хуа лак саммейта бихи нафсак, ау анзальтаху фи китабик, ау алламтаху ахадан мин халкик, ау иста'фарта бихи фи илми л-гайби индак». Что говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда делал дуа? «О Аллах, я прошу тебя посредством всех твоих имен. Это имя этим именем ты назвал себя, или же это имя ты ниспослал через свою книгу одному из своих рабов, или же это имя ты утаил в своем сокровенном знании». Из этого хадиса следует, что имена Аллаха Субхану ва Тааля в этом хадисе разделяются на 3 вида, как сказал об этом Ибн аль-Кайим. Первое имя – это Аллах, которым назвал себя. Аллах сказал, что Он такой-то. И это услышали те, кто были в Его окружении, ангелы или еще другие творения.
Второе имя, которое Аллах послал своему пророку, одному из своих рабов, и в своей книге. Третий же вид имен — это те, которые Аллах Та'аля утаил в своем знании, то есть никому об этом не сообщил. Никто не знает некоторые имена. И этот хадис является явным указанием на то, что имена Аллаха Субхану ва Тааля не ограничены. Другой же также хадис есть, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: в судный день Аллах Та'аля научит меня таким восхвалениям, которые не знал никто до меня. В судный день Аллах Субхану ва Тааля откроет ему знание этих имен и восхвалений. Как мы Аллах Та'аля восхваляем? Посредством его имен и качеств. Мы говорим: о Аллах, ты такой, о Аллах, ты слышащий, о Аллах Та'аля, ты знающий, о Аллах, ты прощающий, о Аллах, ты аль-Хамид, достохвальный, о Аллах, ты великий. То есть восхваляем его посредством этих имен. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: в судный день Аллах мне внушит имена, вот эти восхваления, которые никто до меня не знал. Этот хадис также указывает на то, что имена не ограничены. А что же касается другого хадиса, где пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: «Инна лилляхи тис'атан ва тис'ина исма ми'атун илля вахид, ман ахсаха дахаля аль-джанна». У Аллаха 99 имен, 100 без одного, кто ахсаха. Это имя, слово мы еще с вами объясним. Ахсаха можно дословно перевести как пересчитает. Пересчитает эти имена, тот войдет в рай. В хадисе приходит: у Аллаха 99 имен. Так этот хадис, он не указывает на ограниченность этих имен. Этот хадис указывает на достоинство изучения этих имен, на цель изучения этих имен. Как, например, если я скажу: у меня есть 99 рублей, которые я приготовил для садака. Или 99 рублей, которые я приготовил себе на ужин. Это не значит, что у меня нету других денег. Не значит, что у меня нету других денег, кроме этих 99 рублей. Нет, это 99 рублей, которые я приготовил себе на ужин, чтобы пойти купить покушать. Так вот, этот хадис также приходит в том же смысле. У Аллаха есть 99 имен, выучив, пересчитав которые, человек войдет в рай. То есть, если мы добавим слово «которые», смысл становится понятен. Или татар тілінде айтканда: Аллах Тағаланың шундай 99 исемі бар, аны ятлаған кіші жәннәткә кірә. То есть, в татарском языке еще более понятнее становится. Шундай 99 исемі бар. Ну, татарша аңлатам бит инде. Аңланмаган әйберләрне. То есть, смысл понятен, да, хадиса? Значит, 99 имен, достоинство которых в том, изучив которые человек, пересчитав их, он войдет в рай. Что же касается слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, 100 без одного, вот, 100 без одного. Почему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал 99, 100 без одного? Не просто сказал 99. Так вот, одна из мудростей его слов в этом заключается в арабском языке. Кто изучал арабский язык, знает. Вкратце объясним, да? Раньше арабы, то есть мы сейчас читаем Коран, там есть харакаты, так? Есть точки. Изучаем буквы, там харакаты, фатха, касра, дамма, там танвины, точки есть там. Как мы определяем букву Н и Б? У Н точка сверху, Б точка снизу. Так вот, раньше у арабов ничего этого не было. Ни харакатов, ни точек, харакатов подавно не было. То есть настолько они уже знали свой язык, что не нуждались даже в точках в чтении. Так вот, а слова же 99 в арабском языке, когда пишутся без точек, без харакатов, они имеют 4 вероятности. 4 вероятности, когда вот пишется в арабском языке. Это может быть 99, может быть 97, может быть 79, может быть 77. То есть вот эти 7 и 9, они в написании одинаковые, когда без точек и без харакатов. Так вот, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, одна из его мудростей высказываний, то, чтобы люди, когда читают, не спутали, а знали, что это 99 имен. То есть, когда он сказал 100 без одного, 100 минус 1 и сколько? 99.
И здесь является также чудо пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы знаем, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не умел читать и писать. Он не знал, что 99, оно еще может читаться вот 4 вариантами. И это откровение Аллаха, субхану ва тааля, которое было внушено пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Это является также одним из его чудес. И в продолжении хадиса, в толковании хадиса, упомянем последнее, да, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто пересчитает эти имена, санап шықса, татарша айтканда. Что здесь подразумевается? Просто ли человек нашел эти 99 имен, санап шықта, пересчитал, прочитал или выучил, и все, он в раю? Естественно, нет. Не все так просто. Смысл же ахсаха в арабском языке, он вбирает в себя 3 вещи. Первое – это знание смыслов этих имен. Знание смыслов. Не просто выучить как стих на иностранном языке, который ты даже не понимаешь. Нет, ты должен знать смысл. Что это значит имя? Второе – это имя использовать в дуа, в поминании Аллаха. То есть, когда ты у Аллаха Тааля просишь, использовать эти имена, которые ты выучил. И третье – это совершать те деяния, на которые указывают эти имена. На которые указывают эти имена. Как мы уже приводили пример, выучил, узнал, что у Аллаха Тааля имя есть. Ар-Ракиб, наблюдающий, и ты, что от тебя требуется? Требует это знание, что Аллах Тааля наблюдает за тобой. И это чувствовать, это наблюдение всегда. Где бы ты ни был, чувствовать, что Аллах Тааля наблюдает. И то, что от этого требуется от тебя, следить за своими деяниями. Ведь Аллах Тааля следит за тобой. И также есть такие имена, которые у нас требуют определенных чувств в наших сердцах. Как, например, у Аллаха Тааля есть имя Аль-Кабид Аль-Басит, дарующий пропитание и щедро дарующий и сдерживающий. 2 имени, они приходят парно. Мы, иншаллах, их изучим. То есть Аллах Тааля дает кому-то пропитание, а кому-то не дает, удерживает это пропитание. И вот человек, если, когда у него все есть, он доволен, да, Аллах Тааля басит, он мне дает, но когда же у него что-то отбирают, что-то срезают, лишается чего-то, он забывает о имени Аллаха, сдерживающий. Он становится недовольным. Так вот, этот человек также не выполнил условия слов ахсаха, то есть перечислил эти имена, узнал смысл, делал дуа и совершал деяния, которые от него требуются. Не только своими органами, но также своим сердцем. Также своим сердцем. Это что касается смысла хадиса этого, кто пересчитал эти имена. И последнее, что немаловажно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сказал, что есть 99 имен, выучив которые, вот эти 3 условия совершив, он войдет в рай. Но ни в одном из своих хадисов не сообщил нам эти 99 имен. То есть нет ни одного достоверного хадиса. Всего приходят 4 пути хадисов, но все эти 4 пути хадисов, они не достигают степени, чтобы их можно было принять. Все хадисы, где перечисляются 99 имен, они все не принимаются. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам 99 имен, что сказал, что есть, но не сообщил их, не пересчитал их. Он не сказал, вот они 99 имен, и все перечислил. То есть эти 99 имен еще надо найти. Есть 99 имен, пересчитав, которые ты войдешь в рай. Но эти имена еще надо найти. А что же касается тех книг, да, или эти Шамаили, вот эти, которые 99 имен там пересчитываются, да, это все лишь старания ученых. Это не взято из какого-то хадиса, в котором все эти 99 имен приходят. Нет, это взято из аятов Корана и из хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям.
Ученые читали, изучали и выводили эти имена из Корана и хадиса. Поэтому может часто встретиться такое: в одной книге это имя есть, в другой книге этого нет. Этот ученый, возможно, нашел это имя, а этот не нашел. Или же этот ученый посчитал, что это имя Аллаха, а этот говорит: нет, это не похоже на имя Аллаха. Оно вот противоречит таким-то правилам. Аллах не может таким именем называться. То есть вот такие случаи бывают. Такие есть. Поэтому, какое бы имя ни было, да, когда мы даже берем вот эту книгу какую-то, или какой-то листочек, где имена 99 имен Аллаха Субхану ва Тааля написано, это не 100% вероятность, что это правильно, что там все правильно написано. Каждое имя для начала надо изучить. Если аят или если хадис, указывающий на это имя, где приводится это имя. Только после этого это имя мы принимаем и используем в своих дуа и совершаем деяния, которые от нас это имя требует. На этом, иншаллах, на сегодня закончим.